Ассаламу алейкум, это снова подкаст «Войти в IT». Сегодня мы обсуждаем будущее и прошлое. Захватит ли машины мир? Да, да, ну, найдем ли мы жизнь на Марсе и так далее. На самом деле, сегодня обсуждаем разработку и дизайн, обсудим, как прошел этот год для программистов, для дизайнеров, и что нас ждет в следующем году, 2023. На всякий случай скажу, что подкаст никак не связан с Новым годом. Просто мы живем по григорианскому календарю, так скажем. И у нас в гостях сегодня, ну, в принципе, вы всех знаете. Адам Балкоев – это преподаватель JavaScript в буткемпе Эльбрус. Очень крутой чувак. Берт Азиев – не менее крутой чувак, но только в дизайне. Работает в дубайской студии. Да, работает в дубайской студии The Lab Holdings. Алейкум ассалам. И Аушев Ибрагим тоже всем знакомый человек. Скоро его лекция появится у нас на YouTube-канале «Интернет». Аушев Ибрагим занимается бэкэнд-разработкой, фуллстек разработкой, можно сказать, в компании rocketech.it. Рад знакомству. Кирилл Афарячу, как ваш год прошел? Давайте начнем с Адама. У меня прошел достаточно быстро, интересно. В последний год я занимался именно преподаванием программирования. Вот. Если до этого был в качестве программиста, то сейчас приобрел уже, можно сказать, опыт в обучении людей, как стать программистами. У меня уже в семье, я третий программист, получается. Уже там поколение программистов. Я был первый, получается, и уже двоих подтянул, там два двоюродных брата уже программиста. Вот сейчас троюродная сестра тоже планирует. Прикольно. А на работу куда-то устроились они? Да, оба работают. А где? Один работает в месте, где я работал программистом. Перед тем, как уйти, я его туда поставил, то есть попросил, чтобы его взяли. А второй работает в компании, он недавно вышел, получается, вот месяц уже, наверное, работает, чуть меньше месяца. Компания занимается, то есть она выигрывает тендеры, насколько я понимаю, на разработку сайтов и всякие там сайты. Студия. Типа студия государственных сайтов. Типа вот так. Понятно. Вот там, например, там, не знаю, Минкульт, там, Ингушетии нужен сайт, вот они его там выиграют из тендеров, будут им делать. Вот. А как твой год прошел? Только в преподавании или ты еще разработка? Разработка, я никакие частные заказы не брал. Если какая-то разработка была, я, какие-то свои pet projects, как и у любого программиста, хоть я и преподаватель, но все равно я программист, как получается, да, в любом случае. У меня есть, там пару pet-проектов, какой-то там Telegram-бот, который в релиз не вышел, и есть вот интересное мобильное приложение, вот я его тоже никак не доведу до ума, уже, наверное, у меня 2 года в разработке лежит, но там очень много работы уже сделано. Это приложение для изучения ингушских, там, в принципе, любых слов, то есть в режиме игры. Вот. Не знаю, может, прикольно. В следующем году, может, найдется время, чтобы его уже отправить. Вот. Много было, на самом деле, на это силы времени потрачено. Как-то жаль. Часто, мне кажется, у программистов такое бывает, что они что-то пилят, и оно не выходит в свет. Вот, я думаю, это частная такая история. Но вот с этим проектом хотелось бы, чтобы увидел его свет. Оно достаточно хорошо сделано. Я вот не помню, Ислам, я тебе не показывал, мне кажется, да? Мы с собой обсуждали как-то это приложение. Я тебе показывал вроде. Ты демонстрацию. Да, демонстрацию дал, да. Вот. Но оно с того времени, как оно было, так оно и пока лежит. Так и висит. Да. Хорошо. Как-то так. Мы еще вернемся к программированию. Немного о дизайне. Берт, дизайн намного быстрее меняется, чем разработка, чем появление новых языков, новых технологий, новых модулей, библиотек, фреймворков. Как твой год прошел, как дизайнер именно? Расскажи нам о дизайне в 2022. Дизайн, как
фундаментальная наука, он не меняется с годами, меняются только тренды, они цикличные, просто один тренд уходит, другой приходит, через какое-то время приходит тренд прошедший, и вот так. Как у меня прошло все? Ну, хорошо, работал. В последнее время ушел в саморазвитие, пытаюсь, пришел к осознанию того, что мне надо уже на новый уровень переходить, поэтому Ты же лид-дизайнер, какой еще новый уровень? нет, можно бесконечно развиваться. Бесконечно можно развиваться в любой сфере, не только в дизайне. Есть свой пет-проект, как и у Адама, на наш региональный уровень долендали. Надеюсь, скоро опубликуем его. В А общем, тематика что еще? какая? Тематика купи-продай. Ага, прикольно, То, прикольно. что у нас популярно. В общем, в принципе, все, наверное. Ну, еще ищу работу. Хочу на текущей работе я уже 3 года ровно, поэтому я Мгм. считаю, что это достаточно, пора переходить на что-то новое. То, в общем, вот так вот у меня все складывается. А насколько, ты сейчас уже занялся поиском, да, работы, я так понимаю, но на Мгм. твоем уровне, наверное, это делается немного, отличается от джуниор-дизайнеров, которые ищут работу. Слушай, я удивился, что, когда я 3 года назад искал работу, Мгм. когда у меня уровень был значительно меньше, мне было легче искать. Сейчас труднее. Ну, я это связываю с тем, что у нас рынок очень сильно перенасыщен новичками, дизайнерами, которые проходят через школы онлайн. Это тренд последних нескольких лет. Они выпускают огромным количеством дизайнеров, джуниоров, учат их правильно себя презентовать. HR все труднее и труднее выявлять опытных, талантливых дизайнеров среди этих масс. Мгм. Поэтому чувствуется, что сейчас труднее. Но я думаю, что это временное явление, потому что я заметил, что новички, которые ищут первую работу, когда они сталкиваются с проблемой сложности поиска работы, они выгорают и бросают дизайн и осваивают что-то другое. Очень Мгм. многих знакомых я знаю таких, которые на этом этапе, на этапе поиска первой работы отчаиваются и бросают изучение дизайна. Поэтому в любом случае вот эти массы, они отсеиваются, рынок дизайнеров, он трамбуется, остаются более талантливые, те, которые душой к дизайну не лежат, они уходят в другие профессии. Да, это, Поэтому кстати, большая проблема вот именно этих школ, онлайн-школ, когда туда все подряд идут, думая, что они смогут разрабатывать сайты, делать мобильные приложения, да, там, да, сейчас агрессивный маркетинг из всех, очень, везде ты да. можешь услышать, что можно легко освоить профессию дизайнера и стать там, найти быстро хорошую работу и, короче, устроить себя. Но там на самом деле проблема, особенно для сферы дизайна. Туда я все-таки и для тех, кто сейчас не может определиться, хотел бы посоветовать, если вы точно не уверены, что дизайн это ваше, если у вас нет творческого мышления, если вы в детстве, если у вас душа не лежала к этому творческому направлению, где-то вы любили рисовать или чертить, или что-то такое делать, или, допустим, что-то изобретать, конструировать. Мгм. Такое дизайн мышления, если оно у вас было всегда, то вы можете смело идти в направлении дизайна. Но если вы идете в дизайн только потому, что вам кажется, что это перспективная профессия, где можно зарабатывать, то стоит подумать над тем, чтобы посмотреть, какие еще другие направления есть,
и попробовать найти то направление, которое тебе по душе, где ты будешь от процесса получать удовольствие. Мгм. В общем, вот Ну, так. немного дизморали от Берда получили дозу. Ну, ничего, мы еще вернемся к дизайну. Ибрагим, ты с нами? Хочется обезопасить просто. Я просто сам сталкивался. Многих людей знаю, которые там потратили много времени, пытаясь освоить это направление, хотя изначально у них были большие сомнения, их ли это направление или нет. И в итоге они уходят из этого направления. Просто заранее, мне кажется, недостаточно такой критичного взгляда в выборе профессии. Такое тоже должно быть, чтобы человек хотя бы немножко задумался перед тем, как выбрать направление. Правильные слова, но немного дизморали все-таки. Ибрагим, ты с нами? Бэкэнд разработчик. Человек, на самом деле, никто не знает, чем занимается бэкэнд разработчики. Вы можете что-то делать, какие-то костыли поставить, никто это не поймет, не увидит и купится, так скажем. Как твой год прошел? У тебя там свадьба, по-моему, да, или день рождения? Извиняюсь за внешний шум, я просто в кафешке у друга нахожусь, я в основном здесь тусуюсь. А что это за кафе такое? Ингвайн, реклама. Реклама Ингвайн. Хорошие ребята. В общем, мой год в основном всегда проходит так, что я за год меняю несколько компаний. Где-то в год я сменил вроде 3 или 4, потому что я всегда в нескольких же компаниях работаю, поэтому из 2 ушел, в 2 пришел. В общем, так и происходит. Успел поучаствовать там в нескольких стартапах. Точнее, у нас была компания вроде Техи, и мы делали стартапы для клиентов. Вот я лично успел поучаствовать в 3. И тоже начал заниматься одним pet-проектом, потому что вот ты говорил, что мы бэкэндеры там что-то делаем, не делаем. Я вот недавно сидел и вспомнил, что свой первый проект, который я профессионально делал, я делал его с Заниром, когда еще у нас был Discord 21. Там он разместил заказ, и вот мы делали с ним этот проект, и спустя 3-4 года у меня просто остались доступы, мне стало интересно, что там происходит. Я зашел в них в админку, там было где-то 1500 заказов. Проект был связан с тем, что они доставляли осетинские пироги, там роллы, суши и т.д. И вот я захожу в них в админку, и там где-то 1500 заказов, и средний чек там где-то 1500 рублей. И я иду дальше, и захожу уже в PHP MyAdmin. Мне просто было интересно сделать запрос, сколько же там в сумме всего принес этот сайт. Выручка или как эта штука называется. И я немного офигел от цифр. Вот первый проект, который я делал, который там насыщен очень плохим кодом, я делал там select summa from orders, и там вышла цифра где-то 36 миллионов рублей за несколько лет. 3-4 года. Ничего себе. Это не был акционером, да, этого приложения? Нет, просто это был студенческий заказ, который я там получил 70 или 80 тысяч рублей, там с учетом каких-то дополнительных правил. Вот это можно иск подготовить. Можно иск подготовить на права, долю, что такое придумать. Цифра большая. И вот я вот недавно просто на выходных сидел, меня это немного замотивировало сделать один проект. Я пока не буду его озвучивать, но тоже связан с доставкой еды, там, агрегатор. Я уже его сделал, сейчас должен с кем-то встретиться, чтобы обсудить его. Вот. Хорошо. А так, еще вопросы есть по бэкэнду? Будут вопросы, обязательно по бэкэнду будут вопросы. Я хотел к Адаму вернуться. Адам, ты топишь за JS. Я так смотрю, ты вот только на JS, фронтенд разработка, JS. Окей. Ты занимался когда-нибудь, я так понимаю, у тебя же мобильная разработка, да? Значит, ты знаком с React Native, правильно? Это тоже JS. Да, как бы технология JS. Да. Что ты думаешь про Flutter? Я им не пользовался, но когда я убирал инструмент при разработке мобильного приложения, я на него обратил внимание. То есть я слышал, что он на слуху. Я сейчас уже не вспомню, это было уже 2 года назад. Я читал там преимущества какие, сейчас уже в голове не отложилось.
Но захотелось, да, попробовать. И я попробовал. И меня остановило дальше писать проект на этом фреймворке, потому что я этот язык программирования до конца еще не понимал. То есть там Dart, язык программирования, я такой оцениваю. Мне помимо того, что надо разобраться с фреймворком, мне еще надо и новый язык программирования, как бы с ним еще разобраться, как он работает. И, на это бы ушло, наверное, пару недель, мне кажется, а за пару недель я уже мог прототип быстренько какой-то накидать на JS. Вот. Но, как мне кажется, кто мобильной разработкой увлекается, посмотреть в сторону Dart, Flutter, мне кажется, это хороший инструмент, которым можно хорошее приложение создавать. Но сам я с ним не работал. Вот. Ты же знаешь, что Flutter получил большое обновление, и многие перестали там ругаться на то, что у него веб не очень хорошо реализован был. Именно веб-приложение, чтобы можно было делать десктопные версии. Раньше была большая проблема, какие-то косяки жесткие. Вот, я немного изучал Flutter, но мне не дошло там до какого-то серьезного уровня, пока это оставил дело. Прикольная вещь, на самом деле. Я вообще замечаю, что продукты Google, да, вот, начиная там, даже, не знаю, вот их браузер, да, который победил почти всех, считай, да, почти все пользуются Chrome, и вообще их продукты очень прикольно реализованы. И главное, что сообщество разработчиков вокруг этих платформ, да, и языка Dart, языка Go в том числе очень сильно развивается и старается, чтобы эти языки также развивались. То есть придумывают какие-то расширения, дополнения, там, модули. Там просто растет не по дням, а по часам сообщества. В 2023 году, как ты думаешь, JS останется таким же востребованным, никому не нужно паниковать? Или же все-таки есть какие-то опасения? Как мне кажется, все будет так же. То есть JavaScript будет на первом месте. Резко ему замену. То есть это не будет так, что щелчок раз там, и там Dart стал номер один там, в вебе, грубо говоря, да? Это не так будет. Если это будет происходить, это будет плавномерно, потихоньку, плавный переход какой-то будет происходить. Но пока что, как мне кажется, нам это не грозит. И, скажем так, JavaScript, ему замены нету, и если даже она появится, этот переход будет, на него надо будет время. Когда умрет PHP? Этот вопрос актуальный. Я с PHP, когда, еще, мне кажется, 5 лет назад, когда программистом пытался стать, я PHP изучал. У меня не получилось стать программистом, как вы поняли в то время, потому что, видимо, я PHP начал изучать. Но я вспоминаю, в принципе, язык нормальный. То есть, я не знаю, почему его все так над ним издеваются. И вроде как, я опять же сам на PHP не писал, но вроде как я слышал от других людей, программистов, что там какие-то новые обновления пришли на PHP, он стал быстрее, круче. То есть этот инструмент, он достаточно сейчас лучше, чем был раньше. Возможно, если бы он был сейчас как тогда, про него сейчас так не говорили, не знаю. Я программистом не был. Да, PHP сейчас активно развивается. Кстати, Адам, ты применяешь уже практику ChatGPT? Там же ему можно задать какие-то там запросы, сделай форму там на React, что угодно, и он тебе выдаст код даже с использованием каких-то библиотек, React, Hook, Form, это я видел. Ты этим пользуешься? Нет, я не пользуюсь. Видишь, я немножко... Когда я сейчас, по сути, не в сфере разработки нахожусь, а в сфере преподавания. У нас есть программа, мы по этой программе идем, и как будто я не так сильно чувствую тренды, как я бы их чувствовал, когда был в сфере работы программистом непосредственно. Поэтому какие-то вещи я, такие как это, например, могу упускать. То есть ты сейчас удивительно. То есть он пишет за тебя код, получается? Готовый, да, ты ему задаешь, сделай мне форму для управления пользователями. И он там в зависимости... если ты не уточняешь, там он иногда там может использовать React, Hook, Form, может использовать формик, и он дальше начинает писать код там со стейтом, с управлением всеми этими пользователями. И в целом код получается очень чистый и очень понятный. Это как называется еще раз?
Чат Чат? GPT сейчас очень актуальная тема, да. Да, Чат GPT. недавно появился. Мгм. Ну, также он и там, если там на бэкэнде нужно создать какой-нибудь модуль на Nest.js, ты ему пишешь, сделай мне крут, он написывает контроллер, даже ты ему говоришь, сделай мне сервис, и он тебе описывает все это. На PHP то же самое, там на Laravel он умеет все это делать. Ну, в общем, это очень облегчает разработку, если ты умеешь этим пользоваться. Я сам только там позавчера, когда мне Хаваш там, на примере себя показал, чекал, начал юзать его. Очень прикольная штука. Также он умеет, кстати, решать примеры по математике. Это уже для студентов. Мне кажется, он и дипломку может написать. Это тоже восходит. У нас комментарии от наших слушателей. К разработке проекта на ингушском языке можно подключать волонтеров с канала «Мотивы и Лезы» и республиканской библиотеки. Это поможет мотивацию не терять из рутины. Успеха. Пишет нам Ас-Зур. Да. Я Ты знаком с подписан Лезом, на да? канал «Мотивы и Лезы» в Телеграме, так наблюдаю, что он пишет там, и так далее. И у меня эта мысль, конечно же, уже промелькнула. Ну, то есть я подумал, что когда дело дойдет уже до контента, тогда, конечно, мне нужна будет какая-то консультация каких-то людей, не знаю, как называть, ну, тоже педагогов, получается, которые вот за языки, да, то есть умеют правильно составить какие-то популярные слова, нужные слова, ну, то есть отсеять ненужное от нужных, вот это вот все. Вот, конечно, ну, пока я сам список составил там из 2000 популярных слов, но как я это сделал? Я зашел на английское приложение, посмотрел в каком-то из приложений популярные 2000 слов там или 3000, скопировал их и начал удалять то, что явно лишнее и непонятное, ну, то есть которые, скорее всего, мы не будем использовать в речевом обороте, ну, повседневном, скажем так. Вот. И, ну, конечно, его надо будет корректировать, и дал Энделе, когда дойдет до этого, я попрошу в Телеграме там, чтобы как-то об этом осветили, может быть, или... Ну, я думаю, люди найдутся, которые смогут с этим помочь. Мне кажется, может объединиться даже вот твоему проекту и проекту Хаважа Арчакова про Дошлорг. У него есть такой тоже мощный слой. Да, я знаю, да. Но, возможно, объединиться, но мне кажется, они немножко... Ну, это объединение больше усложнит, мне кажется, наши проекты, чем... Ну, пока что, я думаю, можно и сделать отдельно, а потом в будущем, когда там работает, тогда можно задуматься о том, чтобы улучшить как-то это все вместе, как-то общую экосистему создать. А так, да, Dogework, когда увидел этот проект, я прям... Он очень... Ну, он помогает. Он действительно нужный, полезный проект. Вот. Я прям очень обрадовался. Еще у нас комментарий. Вы рассматривали возможность создания студии разработки галеры на базе ингушских разработчиков и мусульман, искать заказы на разработку за границей и выполнять работу в Ингушетии? Кто-нибудь рассматривал такое? Да, у нас была уже веб-студия какая-то. Там вроде это не актуальная тема уже, там даже, не знаю. Веб-студии же обычно пишут на WordPress, там, на каких-то CMS-ках, на них, Но они имеют в виду, комментаторы имеют в виду выполнять заказы со стороны, искать заказы со стороны, делать. Типа аутсорс? Я говорю, что-то типа аутсорс-студии. Сейчас, я думаю, как раз самое время делать такую студию, потому что когда у нас была студия Ant еще в 2014 году, у нас была проблема отсутствия кадров, программистов, можно было буквально на пальцах сосчитать их, очень мало было, дизайнеров тоже, несколько человек. И трудно было наполнить студию специалистами. Мы могли находить заказы, они были, но выполнять некому было. А сейчас, я думаю, как раз время для этого. Если кто-нибудь за это возьмется, я думаю, есть перспектива. Хорошо. Что вы думаете о Swift, пишет Магомед Плиев? Что его ждет в следующем году? Это же Apple-овский язык, конечно, он будет развиваться, потому что Apple очень хорошо тоже поддерживает свои продукты, там, не хуже, чем Google. Apple, плюс это очень актуальная платформа, поэтому он только будет развиваться. Кстати, насчет этих всех языков есть еще Qt Creator. А вот ты говорил про итоги года. Я вот в конце года в новой компании вышел тимлидом.
И у нас как раз-таки мобильное приложение делается на Qt Creator. И очень тоже неплохо получается, потому что они используют тоже технологию, что и Flutter. Да, у тебя там веселая компания очень. Да. Новый год. Это микрофон. Ибра, можешь Ибра, позвать ингвайновцев в кадр, чтобы наш эфир веселее. Просмотры, да, увеличились. А то тут в Тут есть комментариях ребята и пишут, что повеселее. Да. хотят. Ну хорошо, про Swift я тоже согласен. Думаю, что его ждет в следующем году только развитие, потому что Apple очень хорошо следит за своей платформой. И приложение для Apple всегда нужно будет делать на чем-то отдельном, да, так скажем, хоть Flutter и React Native там позволяет что-то делать кроссплатформенное, но когда ты делаешь под одну платформу, у тебя намного больше возможностей, плюс зарплаты для Swift-разработчиков там вообще другого уровня, и заказы могут приходить тоже со всего мира. Практику трудно найти в Ингушетии. На ваших форумах много вопросов по практике трудоустройства. Веб-студия на аутсорсе способ практику получить. Ага. Веб-студия на аутсорсе способ получить практику. Ну, вот сейчас как раз Амплинки, много знаешь. программистов появляется, и им будет куда пойти попрактиковаться или поработать, или, может быть, даже начать зарабатывать. Ну да, вообще из-за того, что сейчас там, в республике появляется больше людей, которые либо обучаются, либо уже на каком-то уровне, да, находят работу, я думаю, это неизбежно идет к тому, что у нас все-таки появится там 1-2 студии, где будут и дизайнеры, и разработчики. Может быть, они там по договоренности какой-то будут не просто в одном офисе сидеть, да, но если какой-то заказ будут получать, то смогут быстро сообразить команду, так скажем. Берт, давай вернемся немного про дизайн поговорим. Давай. Вот смотри, сейчас многие ребята в Ингушетии тоже обучаются на онлайн-курсах в различных школах. Там, благодаря госуслугам, да, там есть бесплатное, тебе оплачивают обучение, ты там учишься либо в нетологии, либо в Geekbrains, либо там контент, это еще где-то. Я уже слышал много жалоб на то, что то там бывает регистрация у тебя слетает, то ДЗ не проверяет, там еще что-то. Понятно, что там какой-то невероятный наплыв случился, и преподаватели просто не справляются. Там, типа куратора бывает, который твою домашку чекает. Даже при этом всем, при этих минусах, так скажем, у нас будут появляться дизайнеры, потому что даже там до 2020 года, если ты помнишь, у нас были студии местные, которые делали сайты. Хоть они и убого их делали, да, но все-таки они были, как бы они существовали, к ним обращались, они зарабатывали деньги. То есть, допустим, для меня это не совсем про дизайн, это скорее просто там на WordPress. Шаблоны, да. Да, что-то сделать, и за это тебе платят, ты типа дизайнером считаешься, да, так скажем. А те, кто сейчас проходит обучение, они более осознанно будут делать, так скажем, с чистого листа, с помощью Figma, макеты, да, для того, чтобы передавать их в верстку. На этих курсах проходит не только там веб-дизайн, да, а вообще там и мобильный дизайн, дизайн приложений, там, по-моему, даже дизайн плакатов, там, начиная с композиции, короче, они прям плывут несколько месяцев. И как тебе кажется, в 2023 году будет сложнее находить работу в России? Хотя, знаешь, я слышу несколько мнений. Одни говорят, что у нас вообще нету сейчас вакансий для джунов, другие говорят, море вакансий для джунов, потому что многие уехали, типа медлы там, и кто мог, короче, поуезжали. И, типа, сейчас важно компаниям набрать тех, кто перспективные, способные, хоть и джуны, но способные ребята, которых можно там быстро обучить, которых можно быстро поднять до медлов, в том числе и в дизайне. Вот он выходит. Но на текущий момент джунов очень много, как я уже говорил, эти школы выпускают их очень много. И я не вижу, что для российских компаний проблемы, сложности поиска дизайнеров, джуниоров, медлов на их позиции. То есть у ингушских ребят, которые обучаются, у них вполне есть шансы какие-то найти работу в СНГ? Да, работу можно найти, в принципе, где угодно. Просто после того, как ты прошел какие-то курсы, получил какой-то уровень знаний,
нужно большой упор делать на свое портфолио. Не нужно сразу же ждать, когда тебе дадут работу или дадут заказы. Тебе сразу же нужно приступать к практике. Многие жалуются, как я буду практиковаться, если я не могу найти работу или у меня нет заказов. Но практиковаться нужно как раз-таки придумывая проекты, делая концепты, платформы, где выкладывают в свои портфолио, это Dribble и Behance. Самые крутые работы на этих платформах, самые топовые работы, чаще всего это концепты, потому что, делая концепт, у дизайнера бывает полная свобода в творчестве, у него развязаны руки, он может делать крутые какие-то вещи, не ограничивая себя. Поэтому сразу приступайте к концептам, придумайте какой-нибудь проект. Еще лучше, если вы придумаете проект, который вы сами не отказались бы реализовать, будь у вас команда разработчиков. Может, в будущем вы его и возьметесь за реализацию этого проекта. Придумайте какой-нибудь крутой, интересный для себя проект и начните делать дизайн. Пусть это будет первый этап реализации этого проекта, пет-проект, как говорится. И в таком случае делать дизайн очень интересно бывает. Ты выкладываешься на максимум, ты чувствуешь, что это твое детище, и ты выкладываешься. Вот, как я говорил, нужно делать упор на портфолио, делать кейсы. Чем больше у тебя крутых кейсов на Behance и Dribble, тем больше будут к тебе обращаться. И еще нужно делать упор на нетворкинг. Это очень крутая штука, мы не раз про это рассказывали. Это окружать себя людьми подобной профессии, окружать себя айтишниками, заводить больше знакомств, больше программистов и дизайнеров узнавать, знакомиться с ними. И сегодня компании в большинстве случаев, когда у них открывается какая-то вакансия, они в первую очередь спрашивают у своих сотрудников, есть ли у них знакомые хорошие дизайнеры или программисты. И потом, если они не находят, только они начинают выкладывать вакансии публично. Поэтому чем больше у вас круг знакомств, тем чаще вам будут поступать от знакомых ребят предложения вступить в их команду. Поэтому делайте упор на это. Вот ты снова подтверждаешь мысль. В очередном подкасте мы приходим к тому, что огромный процент успеха зависит от софт-скиллов. Как говорил Яхья Картоев, вот последнее видео обязательно посмотрите, прекрасно выступил, очень четко, очень продуктивно. Он говорил, что 85% это софт-скиллы и 25% хард. Об этом ему говорил каждый технический директор, с которым он работал в какой-либо компании. Да, на самом деле у нас в России, да, и в России, и в мире очень много самозванцев, как в дизайне, так и в программировании. То есть они строят из себя, так скажем, программистов и дизайнеров. Особенно в России, кстати говоря. Если вы посмотрите, какие платформы появляются, сколько продуктов нам там звонят, предлагают, у вас там ресторанный бизнес, нужно срочно вам вот эту штуку подключить. Да, господи, ты увидишь их интерфейс, ты думаешь, ну как можно вообще такое продавать? А они делают на этом миллионы. Причем, когда ты начинаешь даже тестить его, да, там демонстрацию тебе включают по скайпу, ты начинаешь задавать вопросы правильные, да, типа, а почему вот это вот так работает, а не так? И, типа, нам нужно пригласить техспециалиста. Зовут техспециалиста, который якобы может там, пошерстеть в коде. И он тоже начинает такое, типа, мне нужно поразмышлять над этим. То есть настолько бывает... очень некачественные продукты. На самом деле дизайнеры, они подразделяются на два типа. Вот есть дизайнеры балаболы, можно так сказать, которые умеют болтать, умеют себя презентовать, производить впечатление, но хард-скиллов у них как таковых нет. Но начальство об этом не знает. И когда ты смотришь их личное портфолио,
этих арт-директоров, ты удивляешься, насколько они слабы в дизайне и как они стали арт-директорами. А есть другой тип дизайнеров, очень талантливых, как называемые неограненные алмазы, которые могут там гениальные идеи выдавать, но они не могут себя продавать. И очень редко такое бывает, что у дизайнера развиты и хард, и софт скиллы, поэтому нужно стараться прокачивать и то, и другое. Бархолберт, перейдем немножко Я на могу программирование дополнить, снова. что Ага. я могу дополнить, Да-да. что вот, допустим, я проходил там, последние 2-3 месяца много собеседований, и там на софт-скиллах точно не выехал бы, там уже какие-то сложные вопросы задавали, даже какие-то более сложные задачи были. Но зависит, наверное, от уровня. На джуна можно через софт-скиллы как-то попасть, но от медла и выше уже точно нет. Угу. Бархол, нам задают вопрос. Салам алейкум. Салам Махмуд Буталиев спрашивает, кто знает, где Адам Балкоев обучает языку JavaScript. Преподает он в буткемпе Эльбрус. Если вы вобьете в Google, найдете сразу. Это очень популярно, на самом деле. Такая школа программирования. У вас, Адам, у вас ежедневно же занимается, да? У вас буткемп, то есть ты приезжаешь, там живешь, кушаешь, молишься, спишь там. У тебя там рабочий график 5-2, из которых с понедельника по пятницу с 9 до 7 официально. То есть мы требуем, чтобы студенты в стенах кампуса. Выходные, задания даются на выходные, то есть, как правило, один день из выходных тоже нужно посвящать учебе, но самостоятельно. Посещение в кампус не ограничено, кроме того, что там нельзя спать. Вот. Мы не кормим и не даем жилье, получается. Вот. Это уже все кладется на плечи студентов, они сами с этой проблемой разбираются. Вот, как-то так. Хорошо. От вопросов слушателей перейдем к следующему. Есть такой, я не подготовил немножко информации по трендам. В 2023 году на Хабре есть статья, где пишут, что большой упор делается на информационную безопасность, big data, искусственный интеллект, machine learning. Мы в этом году наблюдали, какие инновации появились, как минимум в дизайне и в программировании тоже. Тот же чат GPT. Вот, может, Ибрагим нам расскажет, как конкретно он работает чуть позже. Следующий тренд – это NFT, блокчейн-технологии. Почему NFT все еще считают трендом? Есть у вас какая-нибудь информация вообще по этим вещам? Блокчейн, окей, ладно, еще понятно. Но NFT – это серьезно? NFT, наверное, потому что это изображение, и там можно какие-то красивые штуки рисовать, как-то делать. Скорее всего, из-за того, что это визуально красиво выглядит, наверное, из-за этого. Допустим, если брать вообще изображение, да, отойдем от NFT, недавно буквально, появились несколько платформ, где ты можешь с помощью искусственного интеллекта делать такие нереальные, потрясающие художественные изображения и композиции, что на одной из самых популярных платформ, сейчас не помню название, реальные люди, художники начали протесты, ставить свои авы, свои работы якобы выкладывать, где именно протест идет, нет искусственного интеллекта, в изобразительном искусстве. И этих реальных людей пришлось банить этой же платформе, хотя среди них были очень крутые, опытные художники, которые годами продавали свои работы на этой платформе. Искусственный интеллект начинает побеждать людей. Так что в любом случае это, да, тренд, но реальные люди, мне кажется, всегда могут найти работу, потому что обращаться постоянно к искусственному интеллекту такой. Я бы не сказал, что прям есть какая-то опасность пока в ближайшие годы, по крайней мере, потому что делает искусственный интеллект? Он просто собирает базу картинок где-нибудь в поисковике, и из них что-то генерирует. И все эти генерации, которые я видел, они несут в себе какой-то мрак, негатив. Все они выглядят очень мрачно и сюрреалистично. И, по крайней мере, я увидел картину, 100% могу сказать, это рисовал человек или искусственный интеллект. Их легко отличить на данном этапе.
Ну, несомненно, там есть косяки, когда там неправильно глаза прорисовываются, допустим, у людей там бывает, что собачий хвост, у кошки там такие вещи, окей. Но если мы говорим, допустим, то, что Windows готовит, у них там очень, ну, не Windows, а Microsoft готовит платформу, то, что они показали на презентации, они там дают доступ, только там, через сколько-то месяцев дадут доступ, если ты просто заявку оставил. У них был очень очень крутой набор возможностей создать иллюстрацию, 3D-анимацию даже, что очень многие там просто руки подняли, типа мы сдаемся и На уходим из... презентации это всегда красиво выглядит. Ну Какие-то да, машины, когда концепт показывают тебе, они очень классные, когда с конвейера выходят, они выглядят очень убого. То же самое, я думаю, будет и с этим. Генерации картинок искусственным интеллектом это скорее просто тренд временный. Он займет какую-то свою нишу, но я не думаю, что он способен заменить дизайнеров. А вот как вы думаете, из Ингушетии тяжело войти вообще в сферу AI, machine learning? Потому что вот мы обсуждали с Рамазаном Рамзановым, нашим гостем, белым хакером, так скажем, да, пентестером. Мы пришли к выводу, да, вот обсуждая кибербезопасность, что в Ингушетии очень сложно войти в эту сферу, потому что здесь нет ни сообщества, ни каких-то мотивационных, так скажем, да, там, мероприятий, там, платформ и так далее. Конечно, ты через интернет можешь там где-то там участвовать, да, так скажем, но для того, чтобы это пропагандировать, белый хакинг, да, тестирование, кибербезопасность, на ваш взгляд, насколько это возможно сегодня в Ингушетии, не имея, по сути, да, у нас есть сообщество айтишников, у нас есть какое-никакое сообщество бэкэнд и фронтенд разработчиков, да, и их можно, в принципе, уже разделить там в отдельные телеграм-каналы. Дизайнеров, ну, так скажем, немного, но есть тоже. А вот по кибербезопасности встречали ли вы ребят у нас в республике, кто этим прям хочет заниматься или уже занимается? Я не встречал, но если этим заниматься, то нужно хотя бы начать с того, что университет будет проводить CTF, у них же несколько факультетов, хотя бы один есть. Не знаю, когда я учился в университете в Ялте, у нас там периодически проходили эти CTF, олимпиады там по программированию. Нужно хотя бы с этого начинать как-то. Так войти несложно. Это же то же самое, работа тестировщика, только более немного сложная, какие-то узкие вещи находишь. Поэтому, если ты можешь быть тестировщиком, то ты можешь быть и, кибербезопасником, но нужно уже тогда больше заниматься программированием и понимать, как устроена система изнутри, чтобы ее взломать. Хорошо. Адам, ты с нами еще? Да. Вот у нас вопрос, кстати. У нас новый вопрос. Я учусь в университете «Синергия» на геймдизайнера. Ну, неплохо. Правда, ДЗ вообще не проверяет. ДЗ не проверяет, но вроде неплохо, говорит. Плачу 55К дистанционно. Ну, если тебя ДЗ не проверяет, а как ты растешь? Как ты знаешь, что ты верно делаешь вещи? Это очень такой вопрос сложный. Не знаю. Но, как мне кажется, в обучающей практике все равно, в педагогике, да, если студент, там, ученик, он идет там по какой-то программе, и все равно должна быть какая-то точка, там, например, модули какие-то, да, и в конце каждого модуля надо фиксироваться, смотреть вообще, есть результат, нету, то есть фидбэк ты должен получать. Конечно, должны быть рубежи какие-то на твоем Да, пути, да, где ты конечно. понимаешь. Вот хорошо, что Адам сегодня с нами, потому что он, как минимум, уже год в преподавании программирования. А мне кажется, преподавать программирование, это вот прям сверхсложно, если ты прям хочешь качественно это делать, и чтобы на выходе у тебя получались там хорошие работники, которые готовы там просто давай им там задания, они будут грызть гранит программирования, так скажем. Расскажи нам немного про Эльбрус. Я знаю, что там довольно дорогое обучение, даже онлайн, несмотря на то, что разница в офлайн и онлайн у вас там небольшая, по-моему, 60-70 тысяч. Разница между этими двумя способами обучения. Но обучение, оно, как дорогое? У него есть стоимость. Я не хочу говорить слово «дорогое обучение», у него есть какая-то стоимость, да? Эта стоимость
по соотношению зарплатам сегодняшним, ну, мне кажется, оправданная. Ну, то есть, условно Да, говоря, там, да, согласен. там, Это правда. грубо говоря, там, сколько там, ну, пусть будет 4-5 зарплат ты будешь откладывать от своей зарплаты, у тебя еще себе на себя будет оставаться нормально, и ты будешь, скажем так, гасить эту сумму, грубо говоря, да? То есть там за пару зарплат, если всю зарплату дать, ты все обучение покрываешь, по сути. А у вас рассрочка есть, да? Ну, у них, да, там есть рассрочки, есть возможности какие-то. Да. Разбить платежи, да? Да. Вот. Поэтому, как мне кажется, ну, цена... Ну, когда я учился, у меня стоимость была меньше. Сейчас спрос сильный, видимо, и затрат больше, бэк-офис больше, компания растет, и из-за спроса и стоимость увеличивается, плюс инфляция, ну, то есть... Конечно. Оно все, да, то есть цена увеличивается. Вот. Ну, это естественно. Тебе же нужно найти ребят, которые готовы преподавать и программировать. То есть это минимум, там, middle, да, lead программист, которому нужно платить столько же, сколько он мог бы получать в компании, где производит софт, но только ему здесь надо будет преподавать. Соответственно, у тебя зарплата и цена за курсы будет высокая. Это нормально. Типа. Ну, учитывая, что человек выйдет, допустим, из вашего, да, заведения учебного и сможет спокойно выйти на работу и там получать 80-150, да, ну, сколько там джуны получают фронтенд? 80? Ну, да, ты, в принципе, правильно вилку назвал. Примерно в таком диапазоне ребята и выходят на работу. Но Ну, я тогда скажу, вообще проблем там, нет. грубо говоря, меньше 100, типа, не соглашайтесь никогда. Красава. Круто. Кто-то приходит, там говорят, вот мне предложение сделали. Я говорю, не, говорю, ищи дальше. Да ладно, 20 тысяч, господи, дай ему поработать. Еще год искал работу. Конечно, на старте карьеры, да, любой оффер, который тебе приходит, это очень хорошо. Ну, то есть, во-первых, что это значит? Во-первых, это значит, что для себя ты понимаешь, что, ага, я прошел собеседование, мне дали оффер, значит, мои знания уже сегодня за них готовы платить деньги. То есть какая-то уверенность у тебя начинает появляться. Это первое. И второе, конечно, надо смотреть на рынок. Ну, то есть, если есть возможность зарабатывать больше, ну, почему нет? Ну, то есть, ну, как мне кажется. В разных компаниях разные, как называют, бюджеты в проектах, да, где-то в бюджете заложены такие зарплаты, где-то такие, и тебе не обязательно сразу там, ну, я, конечно, понимаю людей, которые пришли в профессию, и вот они первое предложение получили, и все, они очень рады, счастливы, и дальше даже могут не искать, потому что вот все, у них какая-то эйфория, все, вот мне надо выходить туда на работу, а мало ли они меня откажут, а мало ли там сейчас отзовут оффер, еще что-то. Но мне кажется, здесь надо без паники, спокойно взвесить. Лучше, конечно, иметь на руках хотя бы 2 оффера, чтобы у тебя сравнить было с чем, перед тем, как ты примешь какое-то решение. Ну, это в идеале. Вот. Хорошо. Товарищи, у нас немного времени остается. Что я предлагаю сделать? Нам нужно выбрать победителя прошлого конкурса. Я вам буквально зачитаю. Интересно, есть несколько историй. Конкурс был про потерю данных. То есть у нас был в гостях пентестер, и мы задали задание рассказать одну из своих самых таких горьких историй, когда ты потерял какую-то вещь, деньги, может быть, стер данные, может, стер там чужие данные и так далее. Вот. И у нас будет 2 победителя. Сейчас я вам зачитаю. Здесь там буквально 3-4 истории, наверное. Если вы не против, конечно. Так, Только за. Я их читал, кстати. Некоторые. Ну, вот Ибрагим уже читал. Но Ибрагим со мной был на этом подкасте. Башков, кстати, что тогда согласился. Еще раз. Абу Бакр пишет: ассаламу алейкум, история моей потери, и троеточие стоит. Я поступил в университет на физмат с целью получения знаний по программированию и потерял 4 года
Без программирования. Хотел хардскилл и получил софт. Краткая история всех моих одногруппников, получивших диплом. Здесь реально нужно посочувствовать. Ну, и взглянуть на следующие, там, 3 истории, по-моему, еще есть. Араб пишет нам, ну, под ником Араб пишет. Тоже интересная история была. Работал в компании, перед увольнением кто-то проник во внутреннюю систему и удалил базу данных. Не то, чтобы я способствовал этому, просто было еще одно доказательство уязвимости данной системы. Причиной была слабая запароленность одного из сотрудников. Кстати, злоумышленник требовал 100 тысяч биткоинов. Так, Мухаммад Богатырев. Вот эта, кстати, история мне очень понравилась. Я в самом начале карьеры работал в фирме, связанной с 1С. То есть администрация, разработка нового функционала и так далее. Я был ответственен за работу с одной бухгалтерской фирмой, а они, соответственно, вели бухгалтерию для множества фирм, и у них был свой мощный сервер. И вот этот сервер стал жертвой вирусника, который зашифровал все файлы на серваке и вывел сообщение, чтобы заплатили сумму. В итоге у бухгалтера паника, хотели расшифровать, но не получилось этого сделать, а также связаться с хакером. В итоге они загрустили. Я не сразу услышал об этой истории и списался с бухгалтером, с которым я на короткой ноге, чтобы узнать о статусе. Как узнал, что ничего не смогли восстановить, то вспомнил, что у меня было несколько их баз в ноутбуке, которых у меня быть не должно, так как на работе был сервер, и всю работу мы должны были делать только подключаясь к этому серверу. Но он был медленный, как черепаха. Я все делал локально у себя на компе. Упорно стягивал к себе на комп несколько их баз, с которыми я регулярно работал. Также я регулярно их обновлял. В итоге бухгалтер так сильно обрадовался, что потом на днях приехал к нам на работу стартом. Чтобы понимать ситуацию бухгалтера, восстановление одной базы занимает примерно неделю как минимум, а у меня было 3 базы, причем в актуальном состоянии. Таким образом, мой бунтарский дух выручил этих ребят. Вот. Чем мне понравилась история, она, такие истории, по-моему, почти в каждой организации, где 1С есть, там везде эти серверы медленные, особенно в Ингушетии, не знаю, по-моему, это в Ингушетии случилось. Да. И чувак именно расписал ее настолько подробно, прям вот сторителлинг там замутил. Прикольно. Есть еще история, пишет нам Ибрагим, через 6 написал. Это случилось со мной недавно. Сделал заказ на верстку после миллиона правок, плохого дизайна, переделывания дизайна на ходу. Еле-еле под вечер последнего дня сдаю проект. И вроде все отлично. Но тут начинается самое интересное. Оплата проходила через сервис безопасной сделки. Вначале я не обратил на это внимания и, почитав отзывы, подумал, вроде нормальный сервис. Клиент пополнял счет, я принимаю, начинаю выводить. Жду день, ничего не приходит. Пишу поддержки, они отвечают. Но нужно уже самому лично пополнить счет. Типа заподозрили в чем-то. Опять же, я не придал этому значения, сделал, как они хотели. Проходит день, снова ничего не приходит на счет, и служба поддержки пишет, что какая-то ошибка. Я начинаю паниковать, пишу вернуть деньги, но, как вы уже поняли, ничего никто не вернул. Вот так я потерял деньги и получил горький опыт. Причину всего этого все-таки мне объяснили в конце, но не хочу тут эту тему затрагивать. После этого стала интересна тема про ИБ, информационную безопасность, и хочу чисто по-братски помочь этому сервису и улучшить их сайт. В кавычках. Скоро кому-то отправится сообщение по почте насчет зарплаты, но это уже другая история. Но здесь он подробности не раскрыл, да? То есть он сказал, что что-то деньги не отправляли, потом какая-то ошибка. Не совсем понятно, почему произошло все это. Вроде бы сервис безопасной сделки. Может, фишинговый сервис под видом сервиса безопасной сделки. Ну да, скорее это всего. можно было описать. Это же можно было описать, получается. Ну да. Может, мы подарком возместим часть потерь? Я думаю, да, просто есть университет, да, чувак, который, он очень коротко, но очень интересно, жизненно рассказал. Есть про 1С, есть вот третья история. Просто вот эта последняя история, третья, мне она непонятна. То есть, он не написал, что это был фишинг, это был законный сервис. Самую интересную вещь он, скрыл причину. Он говорит, причину всего этого все-таки мне объяснили, но я не хочу эту тему затрагивать. А зачем тогда писать комментарий? Я думаю, чувак из университета и 1С. У нас больше там нету истории вроде. Да, история с 1С интересная. Да, еще очень находчиво, не знаю, как он решил эту проблему в целом. Да. Он просто копировал себе базы, которые нельзя было копировать. Но он их копировал, потому что сервер был медленный. Еще была история про
ну, такая очень шаблонная, мне кажется, где араб вот нам рассказывал. Тоже интересная история была. Работал в компании при увольнении, кто-то проник внутрь системы, удалил базу данных. Ну, довольно так шаблонно рассказал, да, мне кажется, про злоумышленника, который требовал 100 тысяч биткоинов. В общем, выбирайте вместе. Кто за историю, ну, про университет? Горький опыт, потери времени. Мне первое... Это история практически всех, кто учился в университете. Мал, Ингу и Тыльяш. Ну, я за Хорошо. первую. Давайте я могу за первую. Как мы голосуем? Руки поднимать? Ну, давайте руки поднимаем. Да, я за первую. А про 1С? Тоже поднимай руку. Ну, мы можем несколько раз Про голосовать? 1С давайте я буду голосовать. Я тоже. Я тоже за 1С, потому что тут еще и решение есть. Короче, тогда им отправится 2 подарка. Напишите нам в Telegram Солова 06, напишите комментарий под любым постом, сразу увидим, свяжемся с вами в течение пары дней, отправим вам эти призы, либо встретимся где-то и так вам их отдадим. Мы, кстати, мышку вот эту, помнишь, 8 бит у нас была, мышка дендевская такая, как-то разыгрывали тоже. Ее выиграл чувак из Питера с турецким ником, ну, Валайос, и ему я должен сейчас на днях тоже отправить. Обрадовался. Ему тоже подарим мышь. И новый конкурс. Новый конкурс нужен. Я его решил не придумать сам, а предложить вам вместе. Придумать конкурс. Это сложная задача. Ну, давайте выберем тему. Мы сегодня обсуждали, что будет в 2023 году. Да? И что было в этом году. Может быть, историю из жизни за этот год, что случилось? Веселого только, наверное. История в прошлый раз была. А тут была история о потере данных, да? Может, веселую тогда историю? О приобретении, может быть? Ну, Да? Или история бешеного роста карьерного. А давайте, конкурс по шуткам, и тут, да, вот, Хаваш бы его автоматически выиграл бы. Я тоже за 1С. В прошлый раз, когда Берт Азиев и Арчаков Хаваш писали комментарии, я чуть не подарил им очень крутую штуку, которая была у Шелдона из сериала «Теория большого взрыва», но она ушла к другому человеку, потому что все-таки вы, как говорится, семья, а нужно отдавать подарки не по блату. Вот Арчаков блог пишет, я тоже за 1С, самое страшное, что может сказать PHP-разработчик. Продано. Отправляем Хаважу подарок. Мне кажется, Хаважу точно нужно. Ну, это же не конкурс был, подожди, зачем? Вот если бы он пошутил, когда был конкурс шуток, тогда ладно. Я предлагаю следующее. Вот есть такая идея. Самое интересное и веселое слово, которое можно будет добавить в современный словарь ингушского языка и связанное с ингушским языком, связанное с IT, тому дадим подарок. Как вам такое? Ну, давайте. То есть у нас слова, они не современнизируются, то есть не добавляются никакие слова. Вот мы говорим программист, все, он программист. Раз ты дождь. Голая дождь даст. Это современный велосипед, по-моему. Нам только добавляли слова. Как ты сказал? RC дождь. RC дождь, да. Раска дождь, видите? Правильно, RC. Как бы вы, кстати, программиста назвали? Дэш Хамдот же компьютер. Stack Overflow. Как бы назвать программиста? Ну, это сложно. На самом деле сложно. Давайте тогда такой конкурс у нас будет. Кто придумает самое такое красивое, веселое, либо смешное слово, связанное с IT, которое можно будет добавить в современный ингушский словарь, тому дадим крутой приз. Нормально? А потом добавим это слово. Да, дошло. Потом мы даже совместное письмо напишем в НИИ, научно-исследовательский институт, чтобы это слово было утверждено законным актом, то, что оно теперь ингушское. Я серьезно говорю, соберем подписи, скажем, что молодежь требует это слово, IT-сообщество требует
хотят видеть это слово в словаре. И последнее, чем я хотел вам обратиться. На следующий год у нас есть несколько идей, как развивать наше IT-сообщество. Муамар Аль-Шадиват, который у нас был в гостях, это очень крутой разработчик, работал в Твиттере, в Яндексе. Твиттер, кстати, запрещенная в России организация. Сейчас он работает в стартапе. Сейчас он работает в стартапе УВУ, это безопасная перевозка детей в Казахстане. Мы с ним договорились, что он на один из следующих подкастов позовет ребят из образовательных больших компаний, видимо, как Яндекс Практикум, там, Яндекс Лицей, еще что-то, Geekbrains, чтобы мы с ним пообщались о том, какие проекты могут быть образовательные, может быть, там, получить грант, найти инвестиции для того, чтобы обучать молодежь в Ингушетии. Сейчас немножко есть сложности с пониманием, что делать после фестиваля, который у нас прошел, потому что есть несколько идей, я разделяюсь. Есть идея, чтобы помочь творческим людям, художникам. У нас очень много, оказывается, молодых художников, по сравнению с общей численностью населения. И мне кажется, что это как раз-таки вместо того, чтобы рандомно там обучать людей по каким-то критериям, может быть, очень рандомно, а лучше взять творческих ребят, которые уже умеют рисовать, умеют там какие-то штуки лепить, допустим, да, и обучить их 3D Max, фотошопу, иллюстрированию, цифровому рисунку, цифровой живописи, может быть. И попробовать из них сколотить какой-то стартап, команду, анимационную студию, может быть, делать там ингушские мультики, мусульманские мультики. Мне кажется, это актуально. Как минимум они могут себе найти работу там, в дагестанской студии, которая производит мультфильмы, да, мусульманские. По-моему, Худамедия называлась как-то так. Полностью поддерживаю, хорошие идеи для развития. У них есть несколько идейных людей. Ну что? Для развития любые шаги, мне кажется, хороши. Особенно вот эта идея, она вроде и масштабно звучит. Я не знаю, как ее реализовывать, честно говоря. Я связывался с человеком, который не раз устраивал эти выставки молодых художников и сам является молодым художником. Но я так понял, что у него очень негативный опыт сложился после организации этих выставок. Не знаю, с чем связан. И вообще творческие люди у нас социопатами становятся, по сути, как и айтишники, которые не особо находят понимание, так скажем, в обществе. Да, у нас дарят машины, но дарят их спортсменам, там, за мордобои, за то, что ты кого-то перевернул там в другой части мира, еще что-то сделал там. Не знаю, ребята, молодые ученые, творческие люди, которые являются интеллигенцией этого общества, элитой этого общества, или перспективно, да, так скажем, элитой этого общества, на них особо не обращается внимания. Поэтому мне кажется, что очень важно с ними работать в первую очередь. Из них могут получиться изобретатели, инженеры, крутые творческие люди, которые могут сюда очень много полезного принести. Вот. И многие из них хотят отсюда уехать и, может быть, столкнуться с тем, что им придется заняться чем-то хараном в творчестве, да, рисование живых людей и так далее, и так далее. Очень такая идея у нас. Да, на самом деле, самые гениальные идеи, мысли крутятся в головах как раз-таки социопатов, которые боятся общества. Поэтому их надо вытаскивать, работать с ними, мотивировать. Ты знаешь, я могу понять людей, которые становятся социопатами в Ингушетии, потому что ты редко находишь понимание, да, среди если взять общую массу. И у нас нет такого прям, чтобы сказать, что вот ты, типа, если ты умный чувак, не тупой, так скажем, да, то, скорее всего, тебя здесь не поймут. Складывается такое ощущение. Я, скорее всего, не прав, конечно, но вот встречая ребят умных, которые закрываются из-за того, что там либо их неправильно поняли, либо к ним начали приставать, еще что-то, да,
смеяться над ними, троллить их. Это, в принципе, и у нас на канале не раз было, когда ты сидишь там в прямом эфире, и тебе начинают какие-то шутки кидать, и думаешь, что ты что-то умное сказал, да, а ты берешь его, просто банишь, и все. И тут, ладно, у тебя есть какая-то власть, но ты понимаешь, что ты на самом деле в Ингушетии очень сильно троллинг развит, очень критично друг к другу люди относятся. Прям вот тебе заглядывают в машину, если ты в машине. Если ты не в машине, то из машины смотрят на тебя. Понимаешь, ты открыл ворота, все смотрят, что у тебя за дом, что происходит у тебя. То есть очень критично друг к другу относимся. Это общество в целом не порицает вот такие вещи, и престиж образования, знаний у нас давно упал. И на первый план в плане приоритетных вещей вышли другие совсем неправильные вещи. Поэтому, наверное, это будет с годами только решаться эта проблема вместе с общим, как общество будет прогрессировать в плане самосознания и менталитета. Вместе с этим только, может, эта проблема будет решаться. Не знаю, как-то какими-то единичными методами, я думаю, сложно будет что-то исправить. Ну, хорошо, мы отдельно поговорим на эту тему. Я бы хотел вас пригласить еще раз, чтобы обсудить именно, я подготовлю несколько проектов, идей, так скажем, и мы обсудим, какая из них наиболее подходящая и где, чем вы можете также помочь. У нас, в принципе, организаторы есть еще группа, но что-то там затишье, как Берт ушел, еще больше затишье стало. Поэтому, мне кажется, нужно свежей крови, как говорил Берт, свежих ребят, которым интересно поработать в проектах. Я, если честно, немного измотался и после этого фестиваля. Вообще этот год для всех был таким стрессовым. Но мы что-нибудь придумаем в следующем году. Какие-то интересные ивенты по-любому надо делать. С молодежью надо работать. Потому что очень тяжелая ситуация, на самом деле. То, что образование никому не интересно. Да, очень давно, кстати, да, Берт правильно сказал, престижа у образования вообще нет. У творчества престижа тоже нет. Есть там небольшой такой островок художников, творческих ребят, которые занимаются там, и ювелиркой даже. У нас есть очень талантливые люди, молодые люди, которые ювелиркой занимаются. Или скульптурой. Поэтому мы еще встретимся с вами. Я говорю, что пришли. Конкурс мы объявили. Можете промотать чуть назад. И еще один конкурс можно было возгласить, потому что мы уже очень много говорили про кибербезопасность. Я вспомнил, что у нас есть сайт Ердуне, где в целом можно попрактиковать свои эти знания. Практиковаться, да. У меня тоже проблемы с этим словом. Там как минимум есть один баг, который был на старом Ердуне, и в новой версии я его тоже почему-то не поправил. Точнее, не баг, а даже целая XSS уязвимость. И если кто ее найдет, в целом его можно объявлять победителем. А вот что ему подарить, там, не знаю, давайте просто придумаем, что. Давай мы сейчас один конкурс проведем, а этот конкурс объявим на следующем подкасте. Прям объявление сделаем. А то два конкурса подряд, и потом запутаем. Хорошо, но если вы дошли до этого, можете даже сейчас... Мы подарим... Статья какая там идет? Адвоката подарим ему, оплатим. Хорошо, Ибрагим, мы обязательно пройдем конкурс. Не забудь, коротко распиши мне условия, которые ты сейчас придумал, чтобы я не забыл. Телеграм скинь мне. Пока что конкурс на самое крутое ингушское слово, которое связано с IT. Кстати говоря, в Соло будет следующий пост как раз-таки с ингушским IT-словарем. Оттуда не выбирать, так что там самые возможные слова я попробовал, так скажем. Все же, если вы дошли до этого момента и вам интересно, что это за сайт и где нужно искать этот баг, yerdunet.com. И это для тех, кто нетерпелив, как я. Ну хорошо, давай скажем про Ердуне. Ищите баги в Ердуне, что-то за это вы точно разыграете. Не баги, уязвимости. Уязвимость. Ну это и есть баги, уязвимости. Разные вещи, что ли?
Все, Давресал, Баркал, Верт, Адам, Ибрахим. Спасибо, что уделили время. Да, Это Бог. Слава. Ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Ассаламу алейкум.